Наш эфир продолжает брифинг Оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о пожароопасной ситуации в нашей республике. Доброе утро. Всего на территории республики действует 166 пожаров, тушится из них 60. За сутки локализовано 10 пожаров, ликвидировано 5. К сожалению, вновь обнаружено тоже 10. На этих пожарах работает 4790 человек, 788 единиц техники. Из-за задымленности не работает основная сила авиации. Работал самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. И применялся он за прошедшие сутки в 6 районах. Это Мирнинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский и Хангаласский. Кроме этого, увеличиваются силы и средства по данной проблеме. Прибывают силы МЧС России. На особом контроле находится 13 населенных пунктов. Это в Усалданском районе, Намском районе, Горном, Кобяйском, Татинском, Верхневилюйском и Чурапчинских районах. Также Тампонском районе. Такие села, как Мальдяхсе, Бярия, Охотский перевоз, Ударник, Каракы, Ситте, Этыкёль, Сангар, Кальвица и Бескёль. Сегодня по республике введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Работают представители МЧС России. И сегодня мы совместными усилиями принимаем решение по быстрому ликвидации данных пожаров. Сегодня решается вопрос по аэропорту города Якутска. И по мере принятия решений и работы аэропорта возможен перевоз той техники, авиационной техники, которая у нас сегодня базируется в городе Мирном. При удачном стечении обстоятельств и при принятии определенных решений, при переброске данной силы, считаю, что работа пойдет еще быстрее. Благодарю вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте, главные темы этого утра. Президент страны Владимир Путин провел оперативное совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев посетил село Бяскюэль Горного Улуса. Дома, пострадавшие от огня в селе Бяскюэль, планируют построить до середины октября. Президент страны провел оперативное совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов. Он обратил особое внимание на то, что нужно действовать быстро и максимально эффективно. Президент поставил задачу минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами. Глава государства поручил Минстрою начать работу по восстановлению жилья в регионах, пострадавших от природных ЧС, как только позволит обстановка. Конечно, главное – это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин. Прошу учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, то для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, прошу также незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба. Конечно, мы
Также на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров Владимир Путин заявил об ускорении ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска, которая находится на реконструкции. Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что взлетно-посадочная полоса может быть открыта после 16 августа, после чего в аэропорту Якутска смогут базироваться самолеты Б-200. Сегодня проведены контрольные отборы проб полосы для определения возможности эксплуатации нашими судами, сказал Зиничев. Я разговаривал с руководителями Ростехнадзора и Росавиации и с министром транспорта. Они подойдут к решению вопроса о возможности использовать удлиненную полосу для Б-200 без всяких формальностей, но, безусловно, с соблюдением необходимых требований, связанных с обеспечением безопасности. На совещании Владимир Путин поддержал предложение главы Якутии Айсена Николаева о направлении детей из Бяскюэль на отдых. Президент России также обещал помочь с направлением взрослых на санаторно-курортное лечение и со строительством социальных объектов в пострадавшем от пожара селе. Николаев поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую федеральным центром в борьбе с лесными пожарами, и доложил о работе по восстановлению села Бяскюэль горного района. Глава Якутии попросил поддержки президента в отправке детей из Бяскюэль в российские детские лагеря «Орленок» и «Океан». 147 детей ходят в школу, 18 детей мы отправили в «Орленок», но часть из них находится в детских лагерях в Якутске. Айсен Николаев отметил необходимость направления жителей Бяскюэля, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания, на санаторно-курортное лечение в другие регионы. Из 673 жителей населенного пункта на диспансерном учете стоят 45 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 человек с заболеваниями органов дыхания. Также глава поставил перед Путиным вопрос возведения социальных объектов Бяскюэль, в том числе спортивного центра. Вы знаете, якутские села не понаслышке. У нас жители Бяскюэль активно занимаются физической культурой и спортом. Жаль, что в селе нет спортивного центра. В этом году горный район разработал проектно-сметную документацию и подал в Минсельхоз страны заявку по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом многофункционального центра и сети уличного освещения. Общая стоимость составляет 212 миллионов. Этот проект прошел предварительный отбор. Я просил бы, чтобы Минсельхоз России поддержал этот проект и выделил средства, сообщил Айсен Николаев. Речь шла и о возведении школы, которая была построена в Бяскюэль еще в 80-х годах прошлого века. Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева и заявил, что они будут включены в перечень поручений президента. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил село Бяскюэль горного Улуса. Во время рабочего визита он ознакомился с текущей лесопожарной обстановкой. Посетил палаточный гарнизон бойцов инженерных войск, осмотрел минерализованные полосы, поговорил с местными жителями и наградил отличившихся огнеборцев. Общаясь с журналистами, Трутнев заявил о необходимости пересмотреть существующие правила прокладки минерализованных полос и механизмов превентивных работ. Полпред дал поручение руководству Рослесхоза обсудить данный вопрос с учеными, чтобы в будущем новые требования помогали защитить населенные пункты от лесных пожаров. Я считаю, что все населенные пункты в пожароопасных территориях должны быть превентивно защищены. Не когда уже пожар горит, а заранее. И в этом отношении они просто должны отстоять от леса на минимум на 100-150 метров. И я попросил руководство Рослесхоза, чтобы они вместе с учеными посчитали эту дистанцию. И надо просто провести эту работу. Вот то, что здесь сделано, мы сейчас видели лес спиленный, но он пока просто так внахлёст валяется. Это надо сделать спокойно, не в момент пожара, а в момент предупреждения пожара. То есть вот просто заранее убрать лес, раздать его по нуждам муниципалитетов жителям. Может быть, люди построят дома, может быть, будут построены какие-то общественные пространства. Создать механизм, который позволяет этот лес спокойно передать людям на дрова, на строительство, на что угодно. В свою очередь, глава республики Айсен Николаев отметил, что накануне, в первый день, когда в направлении населенных пунктов активного движения огня не замечено,
Однако под угрозой по-прежнему остаются более 10 сел в Хангаласском, Намском, Чурапчинском, Усть-Алданском и Горном районах. Что касается уже пострадавшего от огня микрорайона в селе Бяскёль, то дома для жителей планируют построить к середине октября. Здания возведут из массивных деревянных стеновых панелей по немецкой технологии, а пока продолжают подсчитывать ущерб. Глава подчеркнул, что каждую семью обеспечат всем необходимым. Мы считаем, что восстановление жилья здесь по Бяскёлю за порядка 250 миллионов мы обсчитали. Но при этом, конечно же, вот тот вопрос, который сейчас поднимают жители об обустройстве домов, внутреннего устройства, это будет решаться в том числе за счет выплат, которые должны пойти через Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Мы уже документы сегодня как раз министру передали. Он уже вылетел в Москву, Евгению Николаевичу Зинычеву. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что в том числе и через линию добровольческого штаба сейчас уже объявлен сбор средств от крупных финансовых структур, промышленных структур, которые буквально каждую семью пострадавшую должны взять под опеку, и каждый из 175 людей, которые пострадали, обязательно получат помощь, в том числе и на обустройство жилья. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий.